Столько птиц прилетело. Просто хороводы. В общем, всем привет, ребята. Сезон в самом разгаре. Уже было открытие. Уже есть какое-то понимание, что рыбалка, ребята, начинается. При открытии, ребята, разорвал все донки. И, в общем, не хотел в этом сезоне показывать ролик. Я обычно каждую весну, когда еще межсезонье, показываю изготовление донок, на которые рыбачу, начиная с весны и заканчивая самой поздней осенью. Ну, так получилось, что, скорее всего, запишем сегодня, ребят, именно этот ролик от А до Я. Полностью весь этап изготовления простой, именно простой, но очень уловистой донки, что ни на есть такой грубой, более-менее именно по налиму. Ну, хотя ловится вся рыба на нее, и лещи, и зи. Можно экспериментировать с поводками, с толщиной лесок и так далее. Понятное дело, что английская донка забрала весь этот этап, я имею в виду фидер. Фидерная ловля сейчас в самом таком пике. Я уже постиг, отдал 3 сезона именно фидеру. Но доночки, друзья, я не забываю, так как они позволяют именно рыбачить с самого раннего, вот именно с самой ранней весны до поздней осени. Сейчас именно никакого фидера здесь не придумать. Идет грязь, течение, половодье, а донки уже можно ставить. Также и осенью, когда уже заморозки, понятное дело, никакого фидера, а донки, ребята, работают и ловят. Ну и на канале есть все равно активность. Постоянно спрашивают: Андрюха, какой диаметр, какая леска, что вообще используешь. И постоянно приходят сообщения, не только в Ютубе, но и ВКонтакте, в различных соцсетях. Вот буквально сейчас вот, в начале весны уже сообщения 3-4 прилетало и спрашивали. Ну и опять же показываю, не хочу, чтобы эта старая эта тематика забывалась. Доночники, налимятники, которые проживают ночи на берегу. Я хочу, чтобы молодые возрождались и тоже рыбачили именно вот на эти донки. Лично у нас налимятников осталось вообще единицы. Обычно в наше время, вот именно в такое время, я имею в виду с весны, по реке жгутся костры. Это сидят налимятники, ждут налима именно на донке. А сейчас, увы, никого не стало. В общем, ребят, давайте начнем. По чаечку сразу лайкосик лупили. Понеслась. Я на заднем дворе. Здесь у нас огородики, банька, мои гаражики. И вот именно сегодня здесь, ребята, я изготовлю порядком 10-15 грузил на донку. По сезону, ребята, обрывается все это дело. Сейчас за последнюю рыбалку я оторвал 5 донок. И надо сделать про запас, чтобы потом не заморачиваться, знаешь, что у тебя есть и так далее. Использую, ребят, простую я плитку, грелку. На ней я плавлю свинец. Вот такая баночка, ребят, видите, она у меня уже замухренная вся. Потому что каждый год я здесь плавлю, и она, в принципе, живая. Старая алюминиевая ложка. Я пробовал разные форматы, в разные формы заливал. Но все-таки ложка одна из самых таких популярных. Из самых таких наилучших грузил получается. Ребят, заметьте, это старая ложка. С большим таким, видите, выемкой. Потому что сейчас стандартная ложка, они не такие большие. Вот если полную заливаем, ребят, здесь получается 150 грамм. Что как раз подходит под мои условия. Водичка. Понятно, ребята. Сам свинец. Топор сейчас нарублю. Ну и свинец. Свинец. Самый такой дефицит. Сейчас очень сложно найти такой материал. Сейчас вот продаются всякие на вертлюгах. Вот у меня, видите, вертлюг отвалился. Я сейчас переплавлю его. Раньше разбивали аккумуляторы, они валялись на каждой свалке. Сейчас они сдаются, их тоже не найти. Потом я использовал груза на балансировку колес. Сейчас уже не свинцовые используют, а какие-то другой металл. В общем, это старые про запасы. Послал мне хороший человек, кстати, с Кирова, с откуда на днях забирали лодку. Он мне отправил очень
большое количество свинца. И вот я потихоньку, ребята, рублю. И мне хватит еще, наверное, не знаю насколько. Так что спасибо, брат, огромное за подгон такой. Все это потихоньку перерабатываю. Взял такой топор старый, который не жалко. В общем, надо нарубить на полоски. Вот на такие, чтобы можно было забрасывать в банку. Сейчас приготовим. И будет четко. Понятно, друзья, что в магазинах сейчас продается все, что угодно. Но у меня донка получается прям, что ни на есть, бюджетно. Я покупаю только крючок и леску. Остальное все самодельно. Так, ну что, друзья, заводим старую плитку. Вот я просто использую баночку и плоскогубцы. Вот таким образом идет заливка. Все. Загружаем свинцуру и ставим его на огонь. Все. Ложку, ребят, смотрите, как я сделал. Тут загнул и вот просто стол, ну вот так в щель ее, так, чтобы ее можно было держать, и установил примерно ровно, чтобы когда заливалось, ничего у нас не вытекалось, и груза получаются более ровные, четкие, гладенькие, как заводские, короче. Обязательно, ребята, ни в коем случае не плавьте груза в гаражах, закрытых помещениях, там каких-то сарайках, ну и тем более дома, так как свинец выделяет едкий запах, ну, опасно для здоровья. В общем, лучше на открытом воздухе это делать. Свинец на самом деле, ребята, плавится очень быстро. Свинец плавится при температуре 300 градусов. Так что его на любой горелке можно растопить. Ну вот, ребята, пошел процесс. Много тоже ложить не нужно. Примерно понимаете, чтобы налить вот эту ложку, чтобы больше там лишнего тоже как бы не надо. Лишний раз лучше подогреть, подплавить и делать дальше. Так, друзья, ну что, первая партия готова. Сейчас надо аккуратненько все это залить. Чтобы понимали, в банке грамм 300, и это надо делать аккуратно. Опа, чуть пролил. Все, ставим обратно и добавляем кусочек. Аккуратно не шатаем, надо немножко ложку выровнять, видите, ребят. Но обязательно, чтобы ложка была сухая, потому что соприкосновением с водой будет просто брызг. Опа. Слетело. Слетело с ложки. Слетело с ложки. Отправляем, ребята, в воду. Так, сейчас тут наладим, потом пойдет дело. Ну, вот такой грузил, друзья, получается. Первый блинкомом, немножко кривоватая, ну, в районе 120 грамм. Вторая уже намного быстрее. Заливаем. Вот это уже получилось что-то более что-то удачное. Пока не считаем, ребята. Чуть-чуть надо дать ему, чтобы он подстыл.
Видите, еще уже гуляет. В принципе, конечно, разницы нету, там, что какой-то там кривоватый немножко получился. Ты же не на продажу делаешь. Но все же, охота, чтобы все красиво получалось. Ушко нагревается, ребята, моментально. Ну вот это уже, друзья, что-то подходящее, более такое. Чуть-чуть опять закосячил сам. Уже такое более. Вот тут уже грамм 150. Здесь что-то грамм 130 получилось. Ложку чуть-чуть выпрямил. Нормально. Ну, в общем, ребят, вот такой момент по поводу плавки. Ну, все четко получается. Вот. Грузило нормального веса. Самый ходовой, вот именно в моих условиях. Сейчас по весне бывает, что и маловат даже 150, но в дальнейшем как бы вода упадет и летом, и осенью груз то, что нужно. И на ямах, и на песках держит. Все четко. Остается только просверлить отверстие, зинкануть. Ну, я имею в виду снять режущую кромку. И грузило готово. Можно, конечно, и заморачиваться, покупать какие-то вертлюги и заливать именно вот. Ну, сейчас и продаются, кстати, и формы, друзья, различные для заливок. Ну, я по старой схеме нафигачил и как бы оторвал, там уже не жалко. Понятное дело, что свинец, говорю, тяжело найти, но когда он есть, в принципе, это расходники. И бывает за рыбалку, что вот как сейчас я ездил, поотрывал там нафиг все. Вот такой процесс, ребят. Сейчас пока груза будут плавиться, начнем продолжать дальше. Далее, ребятки, идем. Далее идет у нас мотовило. Само мотовило, на что мы наматываем основную леску. Ну, в общем, вся донка на что наматана. Это вот простая фанера, ребята, я использую. Да, она, конечно, не надолго служит. Я вот использовал и потолще. Вот такого макара, видите, друзья, потолще. Ну, а потом стал использовать потоньше, потому что они вообще не занимают места в рюкзаке. Вот, грубо говоря, у вас раз, два, три, четыре, пять, шесть донок вот такого объема. В любой пакет она помещается. Просто на станочке пилил. Тут что-то фрезой. В принципе, такого прям какого-то конкретного понимания нету. Единственное, делайте, друзья, больше объема намотки. Вот видите, здесь у меня вот всего такой объем. И толстая леска, она потом пружинит. Надо немножко больше, чтобы объем намотки где-то был сантиметров 15-20. Тогда и разматывается быстрее, и сматывается быстрее, и леска сама по себе ведет, когда она приобретает память. Потом она уже не пружинится вот так, более-менее как-то сохраняется. Кто-то покупает пластмассовую, но бывает, ребята, что надо воткнуть в кочку что-то еще. И опять же, заменить не жалко. Так, процесс, ребята, идет. Идем дальше по поводу основной лески. Леску, друзья, я использую самую дешевую, 0,7 на основную. Здесь пишут 100 метров, ребята, но здесь 100 метров нету, я так понял, потому что я отмерял, 100 метров здесь нету. Вот такая бухта, это наша клинская леска рыболовная. Есть у меня еще 1,6, но это куда-нибудь на продольник.
1,5, кстати, 0,5 точнее, друзья, я использую на закидушке. Именно когда уже идет на катушку. Она немножко потоньше, нежели 0,7. Это уже я использую именно на катушку, на закидушке. Да, здесь все вот 0,5. Это мы будем использовать именно туда. Так как закидушки я тоже использую. 0,5 туда. 1,6 это вот куда-то на продольник, ну вообще канат. Ну вот с этих сегодня сделаем. Получается, буду делить пополам. 4 доночки новых. Ну вот так, друзья, раскидал донки. Это вот у меня мои работяжки. Вот сейчас после последних рыбалок вот приехал вот так. Обрыв, обрыв, поломанные крючки, обрыв, поломанные крючки. Вот такие, ребята, дела. Ну, короче, ребят, пока начнем реанимировать вот эти. Ну, а те сделаем, конечно, новенькие. Новенькую леску поставим. Вот у меня еще с того сезона остались запасы. Вот смотрите, ребят, я, кстати, пробовал заливать вот в такую форму. Тоже интересная форма. Я ее потерял. Это мебельная ножка. Видите, тут еще снизу саморез, то бишь она была перевернута вот так. Тоже прикольные груза получаются. Такие сами по себе интересные. Бочоночек такой. Ну а так в целом ложка, в принципе, самая ходовая. Так, это у меня старая донка, ребята, оборванная. Ну, здесь основной лески еще достаточно, так что будет стоять еще на вооружении. В общем, все, ребята, работает петля в петлю. Полностью. Колокольчик, поводки, грузила. Все работает петля в петлю. То бишь, это быстро взаимозаменяемое. В общем, на самом конце я вяжу петлю. Такую относительно, чтобы залезла грузила. Вот примерно вот такую. Вот. Это у нас будет низ донки, конец донки, да. И здесь будет висеть у нас груз. Естественно, я здесь все сделал красиво. Меньше лишнего, меньше грязи. Вот так вот. И получается, груз, ребята, у нас крепится петля в петлю, то бишь все работает через петлю. Затянули, все, вот, пожалуйста, ребята, у нас груз висит. Опять же, у нас какой-то обрыв, мы просто вытаскиваем. Все, пожалуйста, то бишь у нас в чем фишка, мы работаем ночью, да, рыбачим, правильно, и вот эти обрывы, допустим, вот как здесь, да, допустим, вот у меня оборвался или сломался крючок, допустим, на вот этой донке, да, правильно, вот. Конечно, можно, в принципе, взять, если поводок достаточно длины, то мы обрежем, допустим, да, и привяжем новый. Какое-то время займет. Но если, допустим, оборвался как-то так, и надо заменить поводок, там уже не какой-то узел. У меня основная леска, все остается та же. Я просто вытаскиваю поводок с петли и вдеваю туда новый. Как бы можно, в принципе, сделать уже, ребята, готовые поводки дома. Вот, да, допустим. И уже незаменимо мы хопа взяли и поменяли. Также и грузило. Если мы здесь оборвали груз, то мы просто делаем петлю и добавляем груз. Вот этот потяжелее.
Все, пожалуйста. Также поводки, ребята, я делал сантиметров 25-30, не больше. И еще с тем расчетом, чтобы можно было забросить. Сейчас вы это все увидите. В общем, второй, точнее первый поводок от грузила, вот сантиметров 30-35. Но опять же, чтобы поводок не доходил вот именно до вот этой петли, иначе может быть зацепы. Как можем, делаем петлейку меньше, и здесь уже петлю, ребята, пропускаем в 2 раза, потому что может быть, чтобы она не затянулась. Вот такую небольшую петельку обязательно смачиваем. Вот, видите, ребята, первая петля у нас готова. Это сюда уже будет крепиться поводок. Второй поводок. Кстати, по поводу поводков, сколько штук? Я делаю, ребята, 2. При забросе удобно, при смотке удобно, и 3-4 это уже слишком много. Второй, ребята, вторую петлю я делаю именно с тем расчетом, чтобы можно было забросить. А забросить именно буду держаться вот за вторую петлю. И у нас получается заброс. Вот примерно вот здесь. Все то же самое проводим в 2 раза, затягиваем, смачиваем. Вот, пожалуйста, ребята, вот у нас все готово. Так, у нас один поводок готовый, я еще навяжу поводки. И тут, ребята, все то же самое, петля в петлю, продеваем быстренько, выдеваем, затягиваем, все. Вот у нас, ребят, поводок стоит. Видите, не доходя до петли, как я примерно делаю, ну уже рука наработана, так скажем. У нас случился обрыв. Все, ночью с фонариками. Рыбалка ночная на налима. Мы просто это все дело вытягиваем. Ну или там обрезаем, да, потому что уже на выброс. Все, и убираем. Все, пожалуйста. Что тут получилось, что-то не получилось у нас. Ну вы меня, ребят, поняли, да, смысл? Немножко забородился здесь. Вот, все. Пожалуйста. Опять же, возле костерка смастерили поводочек, или у нас уже есть готовый. Пришли к этой донке, быстро его вдели. Насадили червя там или что-то другое. Раз. Все, пожалуйста. Поводок, ребята, у нас уже все стоит. Вот, пожалуйста. Но это делается 3 секунды. Я понимаю, что можно здесь вязать узлами, да, какими-то. Но если у нас обрыв, получается, нам надо будет обрезать здесь, делать заново все петли, вдевать грузило и так далее. Это не очень удобно с моей стороны, ну, на мой взгляд. Ну и как бы проверено годами, ребят, что вот так намного лучше все работает. Я оставил вертлюги вот такого плана, застежки. Ребят, чем меньше всего этого барахла, тем лучше. Как бы антизакручиватель я тут стоял. Думал, что меньше поводки путались. Но со временем тут все ржавеет, это все гниет, ломается. Короче, на мой взгляд, самый лучший метод это вот именно петля в петлю. В общем, таким же макаром мы вдеваем второй поводок. И получается также, ребята, колокольчик при установке донки мы вдеваем сюда колокольчик, то бишь делаем петельку, вдеваем петлю, пропускаем. У нас колокольчик висит, дает нам сигнализацию поклевки. Когда собираемся домой, опять же выдеваем его, все, убираем. У нас леска, друзья, все готово. Замотки на мотовило. Обязательно убираю, потому что здесь со временем потом он немножко натирает. Поводки, ребята, 0,35-0,4. Вот у меня такая бухточка. Толще я делал, ну,
А рыба все равно она не дура, потому что на донке и лещи, и изи ловятся, а на лиму, скажем, все равно, но когда ты рыбачишь на лима, и, соответственно, ты рыбачишь вообще всю рыбу. В принципе, я для себя подобрал, что 0,35-0,4 мягенькая леска, она подходит прям на ура. Прям на ура. В общем, сейчас делаю второй поводок, не отходя от кассы, вдеваю, и, в принципе, ребят, донка у нас готова. Крючки, друзья, крючки. Какие крючки, Андрюха? Да, любые, ребят, смотрите. У меня здесь вот такой всякий сбор. И такие. И есть, конечно, и карповые, но лучше, конечно, использовать с длинным цевьем. Смотря какую тоже рыбу ловите. Как бы. Ну, почему с длинным? Потому что я всегда рыбачу на червя в основном. Иногда на миногу. Ну, минога на прокол, а червь это, конечно же, пучок. Чтобы 2-3 червя у нас влазил на крючок, лучше иметь с длинным цевьем крючки. А по поводу прям конкретно какого-то, я не знаю, не заморачивался. Все. У меня, в принципе, ребята, крючки завязываются так же, как все остальное. Вот. Пожалуйста, сейчас обрежу, вдену. Вот и вся любовь. Все очень быстро, просто, друзья. Никаких заморочек. Не знаю, можно, конечно, и заморачиваться вообще по-всякому. И резиночки ставить, чтобы тут крючочки там, и узлы там, и, блин, всякое разное. Я знаю, что эта донка самая простая, можно прям заморочиться, но вот попадаете вы на рыбалку, просто заброс, обрыв, и вся вот эта канитель, которую вы там ухаживали, там делали там всякие там вертючки, застежки, карабинчики, просто разрывается на нет. Вы достаете вот так. А понятное дело, что это время все это обратно смастерить, вот эти всякие антизакручиватели поставить. Думаешь, ты всю ночь с фонариком на берегу будешь вязаться, а рыбалка у нас идет. И о чем речь? Петля вдел, погнал. Петля вдел, погнал. Все. Больше для меня никаких моментов не существует на самом деле. Я вот так начал. И в принципе так и буду продолжать. Потому что этот вариант меня устраивает самый лучший в принципе. Ну вот, ребята, в принципе и все. Заканчиваю. Вот у нас еще будет 2 грузила. У нас будет еще 2 грузила. Итого у нас, ребята, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штучек. 10 штучек про запас. Красота. Ничего сложного. И все работает. А чтобы понимали, ребята, вот такое грузило грамм 150. Но где-то рублей 150 часы стоит. Все, друзья, довязываю вот второй поводочек. Сантиметров 30. Делаем петельку. Опять же повторяюсь, на поводках, друзья, делайте двойную, чтоб не затягивалось. Ну, примерно вот такого плана. Все. Лишнее обрезаем, но не за подлицо, конечно, потому что при забросе очень жесткая тяга, и чтобы вот она, видите, хвостик немножко был. Если вы за подлицо сделаете, может быть, и потом у вас развяжется в дальнейшем. Также завожу. Раз. Продеваю. Все, затягиваю. Что у нас получилось, друзья? Вот у нас получилось грузило с поводком, не доходящий до вот этой петли, потому что вот может быть, друзья, вот такая тема будет. Видите? При забросе. Это тоже не есть хорошо. И второй поводок
Я тут раскидался, конечно, мне надо было не так делать, конечно, ну ладно. И второй поводок верхний, который доходит, видите, ребята, ни до петли, ни до второго поводка, чтобы не было вот такого. Все, уже на глаз сделано, и у меня все получается просто. Я там не мерю ничего. В общем, у нас полноценная донка. Заброс я делаю вот именно за вот эту петлю верхнюю. Держусь. Я так привык. И в принципе получается забросить 30 метров, 35 метров. Ну, у меня располагает река. Конечно, если у кого реки слишком большие, то уже только удилище и катушка. Кто-то забрасывает вот так. Это небезопасно. Можно вонзиться. Раньше, когда пацаном был, делал отдельную петлю большую и за нее забрасывал. Но в целом сейчас вот, в принципе, уже сколько лет рыбачу именно так. Вот видите, друзья, не доходит, не доходит. Я ничего не отмерял, но уже примерно так на глаз понимаю, и все. Все, заматываю. Вот у нас так стоит поводочек. Все, это старая донка. Но она еще будет жить и рыбачить. Вот показал на этом примере. Ну, а сейчас буду делать новые. Обычно, ребята, сверлю пятеркой, ну а потом вот немножко семерочкой, вот так, видите, гранку убираю, и в общем вот у нас так получается. Немножко семерочкой, зенкую, так скажем. Все, отлично. Ну вот, ребят, такие груза готовые, грамм 150-180. В принципе, чтобы не быть голословным, давайте завесим по нулям. Видите, ребят, 150 грамм ровно. Следующий грузок 185 грамм. Ну, вот как-то так. $185. Ну все, ребята, все порядок, все готово. Старые перебрал, сделал пару новеньких. В общем, комплектик обновил. Заготовил грузил на сезон. В принципе, вот так за глаза. Ну, если надо будет, пожалуйста, еще сделал там. Ничего сложного. Помню, когда-то мы даже на рыбалке, помню, плавили с собой, брали и делали. Вот как-то так, я думаю, кому-то будет полезно. Просили многие, вот показал дословно, рассказал, что как я делаю. Может быть, кто-то делает по-другому, тоже пишите, друзья, будет интересно. Ну, лично вот этот способ меня устраивает, и как бы для себя я вот нашел именно вот так, и как бы как будто бы больше по-другому и не надо. В общем, как-то так. Ну, на этом не все, ребята. На днях забрал посылочку
еще одно приобретение к сезону, да и вообще не только к сезону, вообще к рыбалкам. Давно хотел, присматривался, с пацанами все выезжаю, постоянно ночуем, зимой в зимних палатках. Сейчас уже будут лайтовые такие выезды, я имею в виду летние палатки. Но все равно спальник берем, без спальника никуда. И на взоре, ребята, 2 спальничка для себя, для Ларисы Юрьевны. Уже надо было давно, но вот пришло время, ребята, хочу показать. Один из, ребят, моих спальников, у меня их 3, но они все-таки более летние варианты. Я вот сейчас его привез с дому, я его брал на стирку. Ну, он такой летний, не помню, там, до комфорт, все стерлось там. Брал когда-то его в Спортмастере, давным-давно, он уже весь такой пораженный у меня, местами где-то там задевался. Ну, в общем, на лето, в принципе, пойдет. Ну, зимой, ребята, когда я ночевал и смотрел, как ребята балдеют, я, конечно, тут закутывался, не раздеться полностью, потому что прохладно. Пожалуйста, ребят, смотрите, какая разница вот в спальниках. Но это уже, ребята, супер спальники. Тут даже можно его еще ужать. Ну да ладно, ребята. Вот такие, ребята, спальнички. Эксперт. Я взял для жестких условий. Вот этот бродяга вообще, ребята, до минус экстрим 35. Этот до минус 22. Комфорт, то бишь 15-ка, 7-ка. То бишь это вот как раз такой вариант, когда бывает попадаешь, спишь и немножко печка потухает и становится уже холодно в таком спальнике, а парни, смотрю, дрыхнут и им вообще круто. В общем, комфорт тут минус 2, здесь минус 9. 2 почти идентичных спальника, только, ребята, именно по минусу разница. Габариты спальника, ребята, 2 метра, плюс с головой еще 2,40. Соответственно, у меня есть один из спальников, он чисто прямой, без головы. Вот голова тоже, ребята, решает, потому что этот капюшон можно завернуть. Ширина, ребят, спальников 95 сантиметров, представляете? Это просто можно развалиться в нем. Я уже в этот спальник немножко не помещаюсь, приходится вот так себя сковывать. И, ну, отдыхать не очень удобно. А здесь прям реально можно, скорее всего, ребята, раздеться. Ну, и опять же, напичкан всякими прикольными мембранами. Ну, в принципе, здесь все одинаково, ребят, чисто по, имею в виду, по экстриму, по температуре. Так, давайте распакуем. Блин, ну бандура, ребят, конечно, вообще мощная. Этот будет Ларисе Юрьевне, она у меня более такая заморочится. Ну, а этот бродяга будет для меня. В таких чехольчиках все сделано грамотно. Хочу немножко посмотреть, что внутри завязали от души, ребята. Короче, вышел, искал много и потом вот нашел парней, делают. Давно уже на рынке стоят спальники, вообще различные. И, в общем, я просто написал свои условия, и мне вот подобрали. Ну, также, естественно, я буду брать спальники по погоде. Если, допустим, выезжаю, и температура там что-то минус 10, можно брать вот этот. А если уже до минус 20 доходит, то, ну, в этом можно, наверное, скорее всего, прям в сугробе ночевать. Вот на таких утяжечках. Ну, в общем, да, друзья. Что я, в принципе, и хотел. Вот выглядит вот так. Кстати, идентичный, ребята, спальник с моим бушлатом зимним. Прям в один. Ну, пушка. Ребятки, ну, пушка. Ну, он, как и одеяло, в принципе, идет. И вот это теплая такая, знаете, как вельветовая рубашка внутри. Вот такая голова. Здесь, кстати, на утяжечках, смотрите, друзья. То бишь можно спокойно утянуться.
Блин, ну целое дело. То бишь, если, допустим, выезжать, можно укрываться как просто дело. Но опять же, залазить в спальник и раздеться вдвойне приятней. Двойная молния. Двойная молния. Здесь такой еще язычочек идет. Да, ребята, один в один, смотрите. Получается, мне кажется, если сюда попадает вода, она не впитывает. Блин, бомба. Конечно, когда заказываешь, все равно ты не понимаешь. А когда уже щупаешь, 95 сантиметров. Ну, здесь просто, наверное, развалюсь в нем. Блин, бомба. Вот это уже серьезные спальники для серьезных условий. Ну, здесь, в принципе, все то же самое, только он, наверное, скорее всего, немного плотнее. Ну, он и по габаритам немножко больше. Блин, спальниками, ребят, доволен. Пушка. Ну все, ребята, заканчиваю видео. Полил дождь. Ну, как и обещали, будет 2 дня прям нормально мокрить. С одной стороны, это хорошо, так как в лесу еще снега очень много, на озерах еще лед. Река вскрылась, паводка нету, мне кажется, вода будет подниматься. Она уже поднимается и поднимется хорошо. Зайду наперед, скорее всего, весновка будет, ребята. Куда я завозил материал, коптильню, сейчас туда не добраться, только на вездеходе, на моторе туда не заплыть. Если все будет четко, то заезжаем в любом случае, отмечаем 9 мая на острове с весновкой. Все, ребята, увидимся на рыбалке. Всем мира, всем хорошего настроения. Пока.